О самых заметных событиях четверга, 20 октября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Осень и первые заморозки. Время повышенного травматизма. В Якутске и Нерюнгри заметно похолодало. Образовался гололед. Как избежать травм и происшествий на дорогах? Срочно жениться. Отделы ЗАГС Республики начали регистрировать браки мобилизованных якутян в день подачи заявления. Стоимость условного набора продуктов питания в Якутии выросла на 8%. Продолжается завоз продуктов и продовольственных товаров в северные и арктические районы. Расскажем подробности. Близится день ювелирного и алмазогранильного работника. На круглом столе обсудили проблемы отрасли. Озвучим главное. На пути к мечте о сборной. Алданские каратисты готовятся к участию во всероссийском турнире «Медный всадник». А начнем с новости, которая с самого утра распространилась в соцсетях и буквально повергла в шок якутян. Около мусорных баков многоквартирного дома по улице Лермонтова в Якутске в мусоровозе и в одной из квартир обнаружены фрагменты тела человека. На место происшествия выезжал прокурор города Антон Николенко. Оперативно задержаны двое подозреваемых в совершении этого особо тяжкого преступления. Следком возбудил уголовное дело по факту обнаружения расчлененного тела мужчины средних лет. Прокуратура взяла расследование на контроль. Осень и первые заморозки – время повышенного травматизма. Причиной часто служит гололед и скользкая обувь. Как решают проблему скользких улиц в Якутске и как избежать травм? Об этом в сюжете. Резкое похолодание, смена температурного режима и образовавшийся на дорогах гололед часто являются причиной травм. Согласно статистике, в этот период количество уличных травм увеличивается вдвое. Я просто шел по улице, поскользнулся и просто сломал, упал. Сразу я не понял, думал просто поболеет и пройдет. Потом я думал это растяжение, потом оказалось, что перелом. Кроссовки скользят сильно по льду. Зимой не ходите в кроссовках. Во избежание падений врачи рекомендуют отказаться от обуви на высоких каблуках, обходить участки с объединением, делать небольшие шаги и быть предельно внимательными. По словам специалистов, наиболее частые повреждения во время гололеда – переломы костей конечностей. За помощью в данное время в Республиканский центр медицины приемное отделение обращается от 30 до 50 и более детей с различными травмами рук, ног, спины, головы. Посоветуем удобную, хорошую и, главное, не скользящую обувь, ледоступы, наклейки резиновые с шипами. И, главное, не теряйте бдительность. В Якутске ведутся противогололедные мероприятия на улицах. Для обслуживания городского хозяйства спецтехника переведена в зимний режим работы. Ежедневно работает от 28 единиц техники, а при выпадании осадков их количество увеличивается. При выпадении осадков обильным мы на сегодняшний день используем отсев фракции 3-10 мм. Он более стойкий, не разлетается и более эффективен, чем песок. Но в то же время мы на некоторых участках все равно используем как противогололедный материал именно песок. Но будем увеличивать количество отсева. Лучшая профилактика гололедных травм – это осторожность и осмотрительность. Соблюдение необходимых мер безопасности при гололеде на дороге сохранит вам жизнь и здоровье. Лилия Уваровская, Артем Алексеев, Якутск. В Нерюнгри из-за обильного снегопада и похолодания также образовался гололед. О ситуации на дорогах и как не стать участником дорожно-транспортного происшествия в сюжете наших нерюнгринских коллег. Слой снега до 15 сантиметров покрыл улицы города. В сочетании с наледью, которая образовалась ранее, это делает дороги действительно опасными как для водителей, так и для пешеходов. Управление автомобилем в таких условиях становится достаточно сложным, поэтому дорожно-транспортные происшествия в холодное время года учащаются. У нас в период с 10 по 19 октября 2022 года допущено 11 дорожно-транспортных происшествий, в том числе одно с пострадавшими, при котором погиб один участник дорожного движения, к сожалению. Если смотреть с аналогичным периодом прошлого года, у нас было всего 4 ДТП за этот период. Соответственно, количество раненых тоже возросло.
на 100%. Автомобилисты, которые находятся в состоянии сильной усталости, нервного напряжения или недосыпания, но все равно решают сесть за руль, попадают в категорию повышенного риска. На дорогах, покрытых льдом и снегом, водителям остается надеяться только на хорошую резину, собственную внимательность и мастерство. Дороги не посыпанные, скользко, ледяные, весело. Люди жалуются, кричат, орут. Ездят медленно, аккуратно, осторожно. Очень скользко, не посыпают, поэтому движение как бы замедленным. Не знаю, нормально мне. Я нормально езжу. Никаких помех, ничего. Движение очень затруднено, честно, да. Сложно ехать, жалко машину, жалко ходовку. Хотелось бы, конечно, чтобы ситуация наладилась как-то в ближайшее время. И пешеходам, да, еще очень скользко. Всем участникам дорожного движения всегда нужно быть особенно внимательными и бдительными в любое время года, а в межсезонье особенно. Сейчас в городе работает 7 единиц техники на очистке дорог, внутриквартальных проездов и распределении противогололедных материалов. Дорожные службы делают все возможное, чтобы изменить ситуацию. А пока каждому необходимы повышенная осторожность, внимательность и безупречное выполнение правил дорожного движения. Ирина Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 4 новых регионах страны вводится военное положение. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, с 30 сентября принятых в состав России. Глава государства напомнил, что на указанных территориях еще до их вступления в состав России действовал режим военного положения. Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства, пояснил Путин. Кроме того, президент подписал поручение о неукоснительном соблюдении сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Они должны составлять не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Также президент заявил, что военнослужащие, вне зависимости от того, какие задачи выполняют, должны быть обеспечены всем необходимым. По его словам, это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медобслуживания. Владимир Путин также поручил главам регионов и общественным организациям взять под контроль оказание всесторонней помощи родным и близким мобилизованных. Тем временем полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, работая в Хабаровске, посетил местное предприятие «Дальхимфарм». Компания не осталась в стороне и, как многие соотечественники, подключилась к поддержке мобилизованных, наполняет аптечки лекарствами. Полпред поставил «Дальхимфарм» в пример местным предприятиям. Наши бойцы должны быть укомплектованы современными медикаментами в аптечках. Они должны уметь оказывать первую медпомощь, отметил Юрий Трутнев. Боевой и моральный дух наших военнослужащих, призванных по частичной мобилизации в вооруженные силы России, высок. Настроение хорошее, они чувствуют поддержку якутян. Об этом на брифинге сегодня заявил председатель общественного движения «Якутия с тобой» Аил Джулурга. Совместно с Координационным центром республики вещи, собранные в штабе воздушным и наземным путем, оперативно доставляют войсковые части, расположенные вблизи городов Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Улан-Удэ и Еврейской автономной области. Активистами нашего движения налажено производство. У нас от Совета Ирины Егоровны Савина организовала производство таких теплых вещей. Здесь есть такой оберег Харскал. Также мы готовим несколько других, балаклавы, аптечки шьют наши женщины. Это все добровольно. И кроме этого есть еще ноу-хау, определенные изделия, которые многофункциональны и очень будут нужны на передовой нашим ребятам. Срочно жениться. Отделы управления ЗАГС Республики начали регистрировать браки мобилизованных якутян в день подачи заявления. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий, что один из будущих супругов подлежит призыву в рамках мобилизации. Обоснованием для ЗАГСа может стать повестка, выданная военным комиссариатом. Отметим, что управление организовало дежурство сотрудников в нерабочее время. При входе в помещение указан номер телефона для подачи срочного заявления. Кроме этого, для регистрации брака дежурные сотрудники ЗАГСа могут выехать в сборочный пункт мобилизованных в поселок Кангалас.
Ну, по всей республике, да, на сегодняшний день это 421 брак зарегистрирован на основании мобилизации. Ну а по городу Якутску из этой цифры это уже 195 на сегодняшний день. По заявлению граждан мы не имеем права отказывать, и, соответственно, дежурный сотрудник, он подходит в отдел, да, и регистрирует браки вот в этом ускоренном порядке. Меры безопасности и охрану объектов усилят в Якутии. В республике указом президента России введен режим базовой готовности. Данный режим предполагает усиление общественной безопасности и охраны объектов жизнеобеспечения. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, будет создан специальный штаб, который займется анализом угроз и подготовкой комплекса охранных мер. Штаб возглавит глава Якутии Айсен Николаев. Идем далее. Стоимость условного набора продуктов питания в Якутии выросла на 8%. Об этом сообщили специалисты Федеральной службы статистики по республике. Опустели ли при этом прилавки, расскажет Сарглан Неустроева. По данным Сахастата, с начала года в Якутске стоимость условного набора продуктов питания возросла на 6% и составила 8479 рублей. При этом данная стоимость варьируется в зависимости от расположения населенного пункта в регионе. Так, к примеру, тот же набор продуктов на севере обойдется потребителю в более чем 12 тысяч рублей. Между тем, как утверждают представители торговых компаний, в Якутске стоимость их продуктов не изменилась, а поставки продолжаются в прежних объемах. Цены у нас не поднялись. Цены у нас зависят от поставщиков, от поставки. Но они тоже сейчас особо не поднимают цены. У нас цены ровные. Социально значимый товар вообще не поднимается. Все у нас проверяется, все у нас контролируется. Нам привозят. У нас и кола есть в магазине, и Данон есть, и сникерсы, и Марсы. Все это есть. Для того, чтобы убедиться в данных утверждениях, наша съемочная группа провела опрос. Он показал, резкого повышения цен потребители не почувствовали, но все же заметили, что со временем стоимость привычных продуктов увеличивается. Заметили ли вы изменения стоимости продуктов? Ну, конечно. Не знаю, даже где-то 10%, наверное, если грубо так взять. Все подорожало, очень дорого все. Ну а кушать-то надо как-то. Вот стандартная ваша продуктовая корзина во сколько примерно обходится сегодня и во сколько обходилась в прошлом году? Обходилась где-то 1500. Ну, подорожало где-то на 50% вот корзина. Примерно во сколько обходится вам в среднем вот ваша корзинка продуктовая? 1200-3, ориентировочно так всегда. Масло растительное, да, подорожало. Вместе с подсолнечным маслом отмечается повышение цены на другие виды продовольственных товаров. Это мороженое неразделанная рыба, молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, говядина, крупа гречневая, масло сливочное, соль поваренная пищевая и мясные консервы. В сентябре по сравнению с августом на продовольственные товары наблюдался незначительный рост, примерно 0,1%. Значительное влияние на динамику цен оказало сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию на 3%. Так, лук подешевел на 18%, картофель на 14%, капуста на 13%, свекла на 7%, морковь на 5%, яблоки и груши на 4%. Отмечается, что наблюдения за ценами в республике проводятся в городах и поселках Зырянка и Уснера. Так, минимальную стоимость продуктового набора зафиксировали в Нерюнгре. Там стандартная потребительская корзина обойдется покупателю в 7671 рубль. В целом, как утверждают специалисты, ситуация с ценообразованием в республике более-менее стабильна. Сарглана Неустроева, Григорий Хлопков, Якутск. Между тем продолжается завоз овощей, продуктов питания и продовольственных товаров в северные и арктические улусы. В период навигации водным путем доставлено более 400 тонн. В настоящее время продукты доставляют при помощи авиации. Ежедневно из Якутска отправляют 2 самолета. Подробности в материале Александра Хавренко. В республике продолжается работа по доставке продуктов питания, овощей и продовольственных товаров в северные арктические улусы. Уже завершилась навигация. За навигацию было завезено более 400 тысяч тонн товаров. Сейчас же идет доставка воздушным путем.
Практически ежедневно из Якутска отправляются 2 самолета с овощами и продовольственными товарами для северных районов. Каждый самолет доставляет порядка 6 тонн груза. Все вопросы финансирования правительством республики по заданию главы республики решены. План, график вылетов полностью составлен, рейсы осуществляются, и до населенных пунктов мы осуществляем доставку с помощью малой авиации самолетами Ан-2. Ну, вот то, что мы планировали, объем закладки картофеля, капусты, моркови, свеклы полностью выполнен. В каждом районе поставки есть филиал компании «Якутопторг», который занимается реализацией продуктов населению. Цены на товары устанавливаются и регулируются государством. Так, для арктических районов килограмм картофеля стоит 90 рублей, капуста 50 рублей за килограмм, морковь и свекла по 95 рублей за килограмм. И прежде чем отправиться к потребителю, овощи проходят сортировку и выбраковку. Картошку, капусту, овощи с местных производителей. Картошка очень хорошая в этом году. Погода позволяла. Капуста тоже, овощи в нормальном качестве. Заготовили лук, Казахстан, зимний сорт. И вот этот лук тоже отправим на север и в город Якутск. Обеспечиваем. Первые авиарейсы с овощами и продуктами уже прибыли в арктические районы. В поселок Усть-Куйга доставили овощи и молочную продукцию. Большого ажиотажа среди покупателей нет. Кто-то берет пару-тройку килограммов, а кто-то на большую семью закупает сразу мешками. Никаких ограничений по количеству отпускаемого товара нет. У нас получается картофель, лук, бананы, молоко, молочка, яблоки. Все есть. Сейчас главная задача компании – завести достаточное количество овощей и продовольственных товаров в районы, чтобы избежать дефицита до открытия автозимников. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. К другим темам. Орлята учатся летать. Ежегодный республиканский конкурс юношеского чтения в этом году приурочен к столетию якутской автономии и пионерии. Напомним, конкурс проводит с 2005 года. Его автор – Чурапчинская спортивная школа-интернат Олимпийского резерва имени Дмитрия Коркина. В этом году участвовали больше 1000 детей со всей Якутии. После первого отборочного тура далее прошли 110 полуфиналистов. Конкурс проводят в лагере «Сосновый Бор». Награждение намечено на 30 октября. У нас вот столетие автономии и столетие пионерии. И буду читать, конечно, стихотворение, ну это композиция у нас будет, да, и это стихотворение якутских писателей. Мы начали в Чурапчинской спортивной школе. Сейчас у нас очень много спонсоров. И под эгидой Министерства образования, Министерства молодежи. И у нас спонсоры – это Лига отцов, Матери России, Союз писателей. Благодаря этому мы, например, в дальнейшем у нас будет успехов много. Я думаю так. И мы будем внимательнее друг к другу относиться. И самое главное, мы полюбим свой родной язык. Тепло материнских рук. Выставка под таким названием открылась в Якутском государственном музее имени Ярославского. Экспозиция стала традиционной. Музей открывает ее совместно с Лигой женщин Якутска. На этот раз в рамках празднования Республиканского дня матери. На выставке представлено более 250 работ 34 членов женсоветов округов столицы. Среди участниц и народные мастера, и те, кто показывает свои работы впервые. Я занимаюсь бисероплетением не так давно. Началось все с того, что вот у меня мама занимается тоже бисероплетением. И тогда, когда работаешь, конечно, времени нету, да? Все оставляешь на потом. И вот когда у меня больше времени появилось, я стала заниматься. Было очень много бисера у мам. Я у нее вот позаимствовала и начала заниматься. Студенты первого курса учреждений культуры в Якутске отметили День первокурсников. Большую концертную программу показали на сцене Русского театра имени Пушкина. Как отметила замминистра культуры региона Марина Силина, в этом году в образовательные учреждения сферы культуры поступило 450 молодых людей из всех уголков республики. Участие в мероприятии приняли студенты Арктического института культуры, Высшей школы музыки, Якутского колледжа культуры, Якутского музыкального колледжа, Якутской балетной школы и Якутского художественного училища.
Грядущему дню ювелирного и алмазогранильного работника посвятили круглый стол. Одна из главных проблем за последние несколько лет – финансирование индивидуальных предпринимателей. Какие меры примут, узнала Галина Чекурова. На круглом столе были обсуждены главные проблемы, стоящие перед работниками, которые занимаются ювелирным и алмазогранильным делом. На протяжении нескольких лет стоял вопрос финансирования отрасли, который не остался без внимания и на этом совещании. Важный такой блок, который многих заинтересовал, это фонд развития промышленности, который, напомню, был создан у нас в прошлом году при активной поддержке Айсена Сергеевича Николаева. Сегодня в этом фонде 286 миллионов рублей, которые компании, в том числе ювелирные, гранильные, могут использовать для приобретения нового оборудования. Вот как раз это та история, которая несколько лет задавалась на разных платформах, и сегодня это решение найдено, и оно реализуется у нас в республике. На мероприятии детально о работе Фонда развития предпринимательства республики рассказал генеральный директор Петр Максимов. По его словам, один из актуальных вопросов поддержки заключается в финансовом состоянии ювелиров и предприятий из-за геополитической ситуации. Благодаря графику 2021 года был выявлен спад денежных средств. Так, фонд решил начать работу в поддержку предприятий. Первое – это микрофинансовая деятельность. Мы можем выдать нашим ювелирам сумму до 5 миллионов. Ставка у нас от 6 до 8% годовых до 5 лет. Есть вторая мера поддержки – это гарантийная деятельность, по которому наши ювелиры могут обратиться в любую кредитную организацию, которая работает на территории Республики Саха-Якутия. Мы им можем помочь предоставлением залога в виде поручительства фонда. Ну и третья мера поддержки, которая сейчас уже запускается, это вот на приобретение основных средств. Наши предприниматели могут получить займ льготный от 1 до 3% годовых и до 5 лет. Почти все участники выдвинули свои предложения для улучшения качества работы ювелирной и алмазогранильной промышленности. По словам президента Торгово-промышленной палаты Марины Богославской, эти вопросы не останутся без внимания. У нас сегодня все ведется протокол, и обычно по результату, это не первая наша встреча, и мы идем по пути проведения таких встреч с представителями нашего правительства республиканского по отраслям. Если, допустим, в мае месяце такая встреча состоялась с председателем правительства Андреем Владимировичем Тарасенко, и там мы приглашали 2 наших отраслевых комитета. Хорошая была встреча, и именно протокольные потом вышли поручения, и, собственно говоря, вот мы сейчас наблюдаем, как проблемы решаются. И точно так же по результатам этой встречи тоже будет протокол, и мы потом прямо детально по каждому вопросу с министерством отработаем. Якутия уже много лет славится своими богатыми ресурсами и ювелирными изделиями. Гости отметили, что республика является хозяином этой отрасли. На самом деле ювелирная отрасль – это же бренд Якутии, поэтому, я думаю, нам нужно все-таки развивать. Последние годы действительно мы видим спад развития данной отрасли. И вот на сегодняшний день у нас и кластер открылся, и ювелиры очень хорошо развиваются. Мы очень хорошо граним наши ювелирные изделия, поэтому я считаю, что Якутия, он хозяин именно этой отрасли в нашей стране. Стоит отметить, что на круглом столе также были вручены награды Торгово-промышленной палаты Российской Федерации работникам данной сферы. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Далее о спорте. В преддверии международного турнира по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина сегодня сборной команде республики вручили единую экипировку с якутским оберегом. Мэр Якутска Евгений Григорьев не первый год поддерживает вручение формы для сборной команды. Единая экипировка стимулирует, придает силу духа, уверенность и сплачивает вольников в единую команду, уверены спортсмены. Отметим, до международных соревнований остается всего неделя. Подготовка продолжается. Проводим совместные сборы со сборными команды в Республика Тыва, Республика Бурятия, Иркутская область и Красноярский край. Такого сбора не было давно, и мы будем дальше работать совместно с другими регионами, чтобы после Крылова оставаться на турнир Коркина и между ними сделать сбор. Форма, конечно, объединяет ребят всех, поднимает дух ребят, настрой. А каратисты из Алдана готовятся к участию во всероссийском турнире «Медный всадник». Он пройдет в конце октября в Санкт-Петербурге. Участие в соревнованиях такого ранга приближают спортсменов к их заветной мечте – попасть в сборную России. О буднях спортсменов Руслан Павлов.
Каратэ Киокусинкай становится очень популярным видом спорта в Алданском районе. Сегодня численность детей и подростков, которые постигают данное восточное единоборство в секциях, перевалила за 200 человек. С этого года мы внедрили программу каратэ-школа. В ней у нас занимается 70 человек, внеурочная деятельность. И открыли филиал секции в Курнахе. Там занимается 55 человек. И, конечно, на начало учебно-тренировочного года в наши залы, которые находятся в городе Алдане, пришло в районе 30 человек. То есть в данный момент где-то у нас занимается 160 человек федерации и 70 человек посещают внеурочную деятельность. Начало нового сезона для каратистов стало очень насыщенным. Плотные тренировки и несколько на выезде. Недавно ребята вернулись со сборов в Благовещенске, где под руководством опытных сенсеев-наставников готовились к предстоящим серьезным соревнованиям. 15-17 были сборы учебно-тренировочные в Благовещенске под руководством заслуженного мастера спорта сенсея Нестеренко Романа Александровича. Проходили сборы в рамках подготовки к всероссийскому турниру «Медный всадник», который пройдет 28-31 октября в Санкт-Петербурге. Участие и победы в турнирах подобного ранга приближают Алданскую федерацию каратэ Киокусинкай к главной мечте – попасть в сборную Российской Федерации. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.